Сельское хозяйство в республике постепенно входит в цифровую эру. В земледелии начали применять цифровые карты, беспилотники мониторят состояние посевов, а животным вживляют чипы. Подробнее обо всем этом расскажет Алексей Медведев. Поступили почвовые образцы из Кармаскалинского района. Здесь вот они все пронумерованы из разных полей. С ними начнем свой анализ. Значит, первый этап – это экстрагирование. Получаем почвенную вытяжку. Агрохимический анализ почвы – первый этап составления цифровой карты местности. Сначала опытные образцы земли растворяют в воде, потом фильтруют и с помощью реактивов определяют уровень кислотности, содержание фосфора, калия и серы. На основе полученных данных мы рассчитываем систему удобрений на планировании сельскохозяйственных культур с учетом выноса из почвы. Такие анализы в аграрном университете, конечно, начали делать уже давно. А вот систематизировать и переводить их результаты в электронный вид 3 года назад. Используя данные Министерства земельных и имущественных отношений, сотрудники вуза создают электронные карты, куда вносят всю необходимую информацию о состоянии почвы. С помощью GPS-навигатора делается вот такой вот снимок, где красными точками отмечаются места взятия проб. Затем на основе этой модели создается программа, которая скидывается на флешку и загружается вот такой разбрасыватель удобрений. Все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Пуск», и машина сама сделает свое дело. Ну, а уже после посева за состоянием урожая помогают следить беспилотники Роскосмоса, которые находятся в ведении Уфимского транспортно-навигационного центра. Если у нас будет периодичность некоторая по спутниковым снимкам, то мы можем контролировать рост культур, смотреть, есть ли какие-нибудь, допустим, болезни на культурах. Оцифровать удалось и сферу животноводства. Во многих племенных хозяйствах уже начали чипировать животных и использовать специальные ошейники с датчиками. С помощью программы можно отслеживать передвижение скота, узнать, когда животное поело, и даже мониторить состояние его жевательной системы. Какая скотина болеет, мы видим все по программе, по номерам, и сразу же ее отслеживаем, где она находится. Приходят ветврачи и сразу же делают полностью обслуживание. Но пока новые технологии внедряются лишь локально. О необходимости более активной цифровизации и создания единой геоинформационной системы отрасли говорил и Рустем Хамитов. Только приступает Министерство сельского хозяйства к созданию геоинформационной системы сельского хозяйства. Это республика, на нее наложен весь массив агроинформации. И работающие, и поля, и культуры, и фермы, и техника, и запчасти, и семеноводческие хозяйства, и животноводство. Сейчас в Минсельхозе Республики разрабатывают программное обеспечение на основе опыта и данных аналогичной федеральной системы. В перспективе планируется сюда же модернизировать вот эту электронную федеральную площадку по оцифровке земель, систему электронной сертификации ветеринарный Меркурий, ГЛОНАССовские снимки, и увидеть, соответственно, картинку уже по всей республике. Создание информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса позволит оперативно управлять процессом производства сельхозпродукции, а также снизит затраты и поможет привлечь новых инвесторов. Проект в тестовом режиме рассчитывают запустить уже в конце этого года. Алексей Медведев, Александр Соболев, Урал Шарипов, Вести, Башкортостан.